Мировая экономика вступила в новый этап. Развитые экономики постепенно укрепляются, рост в экономиках с формирующимся рынком замедляется. В докладе прогноз роста мировой экономики несколько пониже, на 2,9% в 2013 году, 3,6% в 2014 году. Это меньше, чем наш прогноз в июле. Для развитых экономик июльский прогноз сохранен на уровне 1,2% в 2013 и 2002, 2% в 2014 году. А с другой стороны, страны с формирующимся рынком входят в нисходящую часть своего экономического цикла, и поэтому показатель роста у них понижен. В целом они будут расти примерно темпом 4,5% в 2013 году, 5,1% в 2014 году. Это примерно на 0,5% ниже по сравнению с нашим июльским прогнозом. В докладе также отмечается, что риски ухудшения прогноза сохраняются, особенно в том, что касается развивающихся рыночных экономик. И конкретным примером реализации этих рисков стало недавнее ужесточение условий на финансовых рынках вслед за заявлением Федеральной резервной системы США возможным сворачиванием мер количественного смягчения. И эти проблемы будут сохраняться. Ближней и среднесрочной проблеме ситуация в США будет важной для остальной экономики, как для экономики США, так и для мировой экономики, с учетом возможного влияния этих решений на другие страны. Хотя в зоне евро период отрицательного роста вроде бы закончился, но рост в этой группе стран прогнозируется вялый, и он не сможет оказать такую поддержку росту в европейской экономике с формирующимся рынком, как хотелось бы. Вот в этом контексте следует рассматривать обновленный прогноз по России. В настоящее время мы прогнозируем рост российской экономики на уровне 1,5% в 2013 году, 3% в 2014 году. Новый прогноз на 2013 год особенно сильно отличается от 2,5%, который мы прогнозировали в июле. Но это отражает медленный рост в первом полугодии 2013 года и соответствует консенсус-прогнозу аналитиков. В первом полугодии потребление поддерживалось динамичным ростом заработной платы и розничного кредитования, но слабая инвестиционная активность, особенно в обрабатывающей промышленности строительства, тормозила рост. Цены на нефть остаются высокими, но замедлению также способствовало ухудшение внешних условий. Во второй половине дня ожидается оживление на фоне более высокого урожая и ряда других факторов, но пока не ясно, каковы будут масштабы этого оживления. Для России риски прогноза также смещены в сторону ухудшения. До сих пор Россия гораздо меньше других стран, формирующих рыночной экономикой, пострадала от нестабильности в последнее время на финансовых рынках, учитывая ее более низкую вовлеченность и значительные резервные запасы. Однако риски создаются по-прежнему. Недиверсифицированной структурой российской экономики, где на долю экспорта энергоносителя приходится 65% всего товарного экспорта. Цены на нефть, хотя и снизились с максимального уровня в марте 2012 года, остаются высокими. Резкое устойчивое снижение цен на энергоносители, например, вызванное сланцевой революцией, могло бы иметь серьезные последствия для платежного баланса и бюджета Российской Федерации, тормозя рост. Потому что перейти на более высокую траекторию роста России необходима новая модель роста. Что это значит? Модель последнего десятилетия, основанная на использовании незадействованных мощностей в условиях роста цен на нефть, больше не воспроизводима. Хотя в последние годы существенно укрепились системы и института денежно-кредитной, и бюджетной политики. Недостаточно благоприятный деловой климат по-прежнему препятствует притоку инвестиций, которые могли бы активизировать процесс диверсификации и содействовать росту. Получит ли российская экономика новый импульс или продолжит стагнацию, будет зависеть от решений, принимаемых руководством страны. У России необходима новая модель роста, которая более эффективно использовались бы природные преимущества в энергетическом секторе и при этом обеспечивался бы рост и диверсификация не нефтегазового сектора. В соответствии со сценарием, базовым сценарием экспертов МВФ, среднесрочный потенциальный рост достигает лишь 3,5% на фоне ограничений со стороны предложения. Я не скажу ничего нового, если повторю, что для устранения этих ограничений необходима структурная реформа. Однако для укрепления институтов, преодоления этих ограничений можно и нужно использовать окно возможностей, открывающееся в период высоких цен на нефть, и реализовывать меры, которые дадут большую отдачу в среднесрочный период.